Сәлеметсіздер ме, қымбатты достар? Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня у нас 4-й урок, 4-й сабақ. Тема нашего урока – тәуелдік жалғау, притяжательная форма. Сұрақтары кімнің, ненің, вопросы. Чей, чья, чье, чьи. Жалғаулары окончания. Вот они даны красным цветом для первого, для второго, для третьего лица. И примеры словосочетания. Эта форма нам нужна для того, чтобы сказать, к какому лицу принадлежит тот или иной предмет. Иначе говоря, мне, тебе, вам, ему или ей. Из предыдущих уроков мы знаем, что по закону созвучия к мягким словам добавляются мягкие окончания, к твердым словам добавляются твердые окончания. У нас окончаний больше, чем 2. Здесь какое правило, спросите вы? Ответ очень простой. Если слово заканчивается на согласный, то окончание начинается с гласного. Если слово оканчивается на гласный, то окончание начинается с согласного. В первом и во втором лице для слов, которые оканчиваются на гласный, окончание представляет собой одну букву «м» и «н». Итак, на мониторе мы видим по 2 слова в столбике, из них мы будем образовывать словосочетания. А также мы видим правила для первого и второго лица, выделенные красным цветом, и сами окончания. Наша задача подобрать окончания к словам, чтобы получились словосочетания. Здесь мы рассмотрим 2 вида примеров. Это первое и второе лицо простой формы. Так мы легче освоим материал. Принцип присоединения окончания тот же. По закону созвучия к мягкому слову добавляется мягкое, к твердому слову добавляется твердое окончание. И если последний звук в слове гласный, то добавляется окончание «м» или «н». Если слово оканчивается на согласный звук, то окончание начинается с гласного. Итак, давайте начнем. Читаем «менің» и слово «үй». Так как мы видим слово «менің», «менің» это мой, автоматически сюда подходит окончание «м». Вот. Слово «үй» мягкое, поэтому мы подберем сюда окончание «м». Получается «менің үйім». Терезе. Слово оканчивается на гласный, поэтому сюда подходит окончание «м». «Менің терезем». Сенің. Если в словосочетании первое слово «сенің» твой, значит, смотрим, это второе лицо, окончание должно быть из этих. Слово мягкое, поэтому мы возьмем сюда окончание «н». Сенің пәтерің. Сенің, опять это второе лицо сенің. Смотрим, выбираем из этих окончаний. Слово оканчивается на согласный, поэтому окончание будет начинаться с гласного, значит, сенің жасың. Менің – это первое лицо. Окончание мы подбираем из этих. Слово оканчивается на глухой согласный. Значит, мы подберем окончание, которое начинается с гласного звука. Сенің – это второе лицо. Имеет окончание «н», «н», «н». Оканчивается на гласный, поэтому мы сюда подберем одну букву «н». Следующее словосочетание «менің». Вернее, следующее словосочетание начинается со слова «менің». Раз «менің» – это первое лицо. Вот эти окончания мы должны подобрать. Слово оканчивается на гласный, значит, сюда подходит окончание «м». Сенің – это второе лицо, имеет окончание «н», «н», «н». Оканчивается на согласный, поэтому мы сюда подберем «н». Сағатың. Менің – это первое лицо, значит, берем из этих окончаний. Слово оканчивается на глухой согласный. Но вообще-то глухость, звонкость здесь не играет роли, просто вылетело автоматически. То есть слово оканчивается на согласный, поэтому окончание начинается с гласного. Поэтому сюда подходит «м». Сенің – это второе лицо, значит, қала мың. Итак, читаем.
Менің үйім, мой дом. Менің терезем, мое окно. Сенің пәтерің, твоя квартира. Сенің жасың, твой возраст. Менің кілтім, мои ключи. Или мой ключ. Сенің ағаң, твой брат. Менің әпкем, моя сестра. Сенің сағатың, твои часы. Менің сызғышым, моя линейка. Сенің қаламың, твоя ручка. На этой странице также два вида окончаний. Теперь это второе лицо вежливой формы и третье лицо. Правила присоединения окончаний те же, что и в предыдущих примерах. К мягким словам добавляются мягкие окончания. Если слова оканчиваются на гласный, то окончания начинаются с согласного. Если слова оканчиваются на согласный, то окончания начинаются на гласный звук. Итак, приступаем. Первый – это сіздің. Первое слово в словосочетании – это сіздің. Сіздің – это второе лицо вежливой формы ваш. Значит, мы подбираем из этих окончаний. Смотрим, слово мягкое, значит, мы подберем мягкое окончание. И слово оканчивается на согласный звук, поэтому мы подберем «ңыз», окончание, которое начинается с гласного звука. Сіздің тоже ваш. Терезе. Слово оканчивается на гласный. Раз оканчивается на гласный, мы подберем или это окончание, или это окончание. Слово терезе мягкое, поэтому мы подберем мягкий вариант окончания. Қағаз. Опять сіздің читаем, вот это определяющее слово. Сіздің это ваш, это второе лицо. Смотрим на эти окончания, значит одно из этих окончаний. Қағаз слово твердое, значит мы подберем из твердого варианта. Слово оканчивается на согласный, поэтому мы подбираем окончание, которое начинается с гласного. И это будет ңыз. Получается, сіздің қағазыңыз. Вот мы образовали словосочетание. Оның это третье лицо. Его или ее. В казахском языке нету рода, поэтому что его, что ее это одинаково, одно и то же. Здесь 4 вида окончания. Мы смотрим на последнюю букву, и это согласный. Значит, мы подберем одно из этих двух окончаний. Слово мягкое, значит, мы подбираем мягкое окончание. Получается, оның пәтері. Оның тоже третье лицо. Подбираем одно из этих окончаний. Смотрим, слово твердое, значит, мы подберем твердое окончание. Слово оканчивается на согласный, значит, сюда подходит «а». Сіздің – это второе лицо. Значит, одно из 4 окончаний. Смотрим. Слово мягкое. Значит, мы подберем сюда мягкое окончание. Оканчивается на согласный, значит, окончание должно начаться с гласного. Сюда подходит ңыз. Сіздің кілтіңіз. Оның – это третье лицо. Берем одно из этих окончаний. Бала слово твердое, поэтому мы подберем сюда твердое окончание. Оканчивается на гласный, поэтому окончание будет начинаться с согласного. Сіздің – это второе лицо. Подбираем одно из этих окончаний. Слово оканчивается на гласный, значит, окончание должно начаться с согласного. Слово твердое, поэтому слово мягкое, поэтому мы подберем сюда окончание ңыз. Оның это третье лицо. Слово твердое оканчивается на согласные, поэтому мы сюда подберем окончание «ы». Оның сағаты. Сіздің это второе лицо. Дәптер слово мягкое. Оканчивается на согласный, поэтому окончание будет начинаться с гласного. Получается сіздің дәптеріңіз. Қала слово твердое. Оның это третье лицо. Оканчивается на гласный, значит окончание будет начинаться с согласного. Оның қаласы. Итак, давайте переведем наше словосочетание. Сіздің үйіңіз
ваш дом, сіздің терезеңіз ваше окно, сіздің қағазыңыз ваша бумага, оның пәтері его квартира или ее квартира. В сакском языке нету категории рода, поэтому что ее квартира, что его квартира, все равно. То есть будет переводиться по контексту или ее квартира, если речь идет о женщине, или его квартира, если речь идет о мужчине. Оның жасы, его возраст или ее возраст, сіздің кілтіңіз ваш ключ, оның баласы, его или ее ребенок или сын, сіздің әпкеңіз, ваша сестра, оның сағаты его часы, сіздің дәптеріңіз ваша тетрадь, оның қаласы его или ее город.